Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Если можно, подтвердите, что вы меня видите, слышите и что вы видите и слышите презентацию, вернее, видите презентацию, да, что она вам видна. Мгм. Отлично, спасибо огромное. Я тогда сейчас начну, да, я повторюсь. Надеюсь, всем видна презентация и всем слышен мой рассказ. А, Да, спасибо огромное. Да, коллеги, очень рад, что все слышно. Спасибо большое. Итак, сегодняшний наш вебинар посвящен школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Давайте сначала познакомимся. Я вижу, из каких регионов вы. Вижу, что здесь, в общем, вся страна. Это прямо очень здорово и радостно. А, Меня зовут Антон Алексеевич Скулачев. Я являюсь членом Центральной предметно-методической комиссии Российской олимпиады школьников по литературе. Возглавляю ассоциацию гильдии словесников, являюсь членом Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации. Ну, помимо этого, еще периодически преподаю в центре «Сириус» для одаренных детей. Хотя основное мое место работы — Московская гимназия 15-14. У меня сразу давайте несколько просьб к вам. Если у вас появляются какие-то вопросы, огромная просьба, пишите их, пожалуйста, в раздел «Вопросы». Не в общий чат, а в «Вопросы». Потому что боюсь, что в общем чате ваши вопросы могут потеряться. И по опыту проведения вебинаров такое часто бывает. Поэтому если у вас есть какой-то вопрос, вы знаете, как я вот ученикам говорю, сразу по ходу урока задавайте его в раздел «Вопросы». Вот я вижу, уже там появились какие-то вопросы. Вот, поэтому смело их туда пишите по ходу моего рассказа, чтобы ничего не забыть. И в конце нашего вебинара я оставлю немножко время для того, чтобы на них ответить. Наш вебинар будет продолжаться где-то около 40-45 минут. Итак, уважаемые коллеги, да, поехали. Прежде всего, хочется поздравить вас с началом нового учебного года. Это начало, как и конец прошлого учебного года, наверное, самый тяжелый за всю историю российского учительства, без преувеличения. Выражаю восхищение всеми, кто работает в этих непростых условиях. О том, как может быть это выстроена работа, в том числе Всероссийской олимпиады школьников в условиях рекомендаций Роспотребнадзора, я тоже немножечко скажу. В общем, дорогие коллеги, я желаю вам сил в этих сложных условиях сохранить то принципиально важное, что для нас связано с олимпиадным движением, да, а именно поддержку талантов школьников, их творческих способностей, их неординарности мышления. В общем, я желаю нам всем, чтобы нам, несмотря на все ограничения, удалось это сохранить благодаря Всероссийской олимпиаде школьников по литературе. Итак, нас с вами в скором уже времени, прямо буквально со дня на день, ждет школьный этап Российской олимпиады школьников по литературе, который проходит срок до 1 ноября. Сроки школьного и муниципального этапа устанавливаются региональной комиссией и устанавливаются централизованно на регион. Где-то, возможно, сроки школьного этапа плавающие, их устанавливает школа. Понятно, что в этом году сроки школьного этапа важно определить так, чтобы не пересекались потоки детей, да, не пересекались разные возрастные группы, ну, то есть для того, чтобы соблюсти все требования Роспотребнадзора, в рамках которых мы с вами существуем. Ну, из года в год мы напоминаем, что участие в школьном этапе сугубо добровольно, никак не связано со школьными оценками. Категорически недопустима ситуация, когда до школьного этапа, например, не допускается ребенок, имеющий двойки или тройки по литературе. И наоборот, когда отличник автоматически освобождается от школьного этапа. Школьные задания, олимпиадные задания — это задания все-таки часто разного типа. Конечно, мы стремимся к сближению. Конечно, в нашей центральной предметно-методической комиссии по литературе подавляющее большинство — это практикующие учителя, но тем не менее. Это параллельная история. Ребенок, который не проявляет себя на уроке, может фантастически, ну, скажем так, выстрелить на олимпиаде.
А, Школьный этап проводится по олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая комиссия муниципального этапа. Ну, где-то в каких-то регионах это, возможно, региональная комиссия. Знаю, что так, например, в Петербурге или Москве. С учетом методических рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии. Наши методические рекомендации уже доступны в свободном режиме. Уже выложены, вы можете ими пользоваться и на них ориентироваться. Я подробно расскажу сегодня о них. Для классов 7 по 11 школьный этап – это пропуск на муниципальный этап, и в этом смысле важно реализовывать при разработке заданий принцип преемственности, для того, чтобы то, с чем ребята сталкиваются на школьном этапе, было похоже, аналогично тому, что они увидят на муниципальном. А в 9, 10 и 11, соответственно, мы ориентируемся на региональные заключительные этапы, и школьные, муниципальные организуются похожим образом, задания выстраиваются похожим образом. В чем же отличие школьного этапа, несмотря на на всю необходимую преемственность? Все-таки школьный этап – это самое массовое соревнование, интеллектуальное соревнование ребят, школьников по всей стране. Поэтому принцип посильности заданий, особенно для 6, 5, 6, 7 классов, и мотивирующая функция заданий. Эти задания ни в коем случае не должны отпугнуть, например, каким-нибудь страшным занудным тестом на знание терминов. Они ни в коем случае не должны быть формальные, проверяющие репродуктивно проверяющие знания. Олимпиада всегда про применение знаний, умений, компетенций в новой ситуации. Поэтому они должны быть интересными, захватывающими, возможно, сформулированными, особенно для 5-6 класса, в каком-то игровом формате. И, повторюсь, посильными для ребят. Да, конечно, категорически недопустимая ситуация, когда школьный этап пишется после уроков, ну что естественно, да, мы не можем снимать детей с уроков, ребята пишут его несколько часов, да, после уроков, утомленные, особенно учитывая, что многие сейчас начинают позже, да, из-за разведения потоков, да, так что здесь очень важно сделать задания точечными, локальными, но проверяющими важные умения, о чем я сейчас и расскажу. Вслед за школьным этапом идет муниципальный этап. И здесь я должен немножечко рассказать о тех смыслах и целях, которые преследует наша предметно-методическая комиссия, разрабатывая рекомендации к этапам Олимпиады. Прежде всего, нам важно, что литература – это предмет творчества. Ну, как говорит методист Зинаида Николаевна Навлянская, знаменитая, да, литература – предмет эстетического цикла. И необычные, творческие, неординарные форматы позволяют здесь выделить тех ребят, которые ориентированы на литературу как дело своей жизни. Очень важен живой, неначетнический подход к тексту. Базовый филологический навык – это анализ художественного текста. Поэтому для муниципального, особенно для регионального этапа, это центральное задание. Анализ художественного текста. Анализ, мы всегда это подчеркиваем, не комплексный, а целостный. Почему? Гораздо важнее не собрать перечень, бессмысленный каталог литературных приемов, а оформить свои наблюдения в целостную интерпретацию. Ну и, да, о чем я уже говорил, важно выстраивать преемственность, разрабатывая задания, выстраивать преемственность разных этапов. Как может выглядеть школьный этап Всероссийской олимпиады по литературе? Для 5-6 классов на школьном этапе, поскольку ребята не идут дальше, поскольку цель школьного этапа скорее выявить самых талантливых и неординарных ребят, а также, что важно, заинтересовать их в литературе. Поэтому для школьного этапа мы предлагаем одно задание, которое в себе, ну, соединяет аналитическое и творческое задание из дальнейших этапов. Это задание на работу с текстом творческого характера. Опять же важно, да, чтобы оно было посильным, чтобы оно было интересным, чтобы оно соответствовало возрасту.
не требовать от 5-6-классников каких-то выполнения каких-то репродуктивных заданий, да, творческое здесь на Олимпиаде гораздо важнее, чем продуктивное. А вот такое задание предлагаем мы. Да, оно многосоставное. Прочитайте загадку, сочиненную Чуковским. Объясните, какие особенности отличают описание загаданных предметов. Ну, здесь я не привожу тексты, они есть в метод рекомендациях. Там всюду повествование лирическое. Повествование ведется от лица предмета, с точки зрения предмета. В каких произведениях литературы вам встречались эти предметы? Какова их была роль в историях персонажей? И самостоятельно сочините загадку про какой-либо предмет из литературных произведений. Конечно же, да, можно написать не стихами, а прозой. Оценивается не это, а следование правилам Чуковского, а именно соблюдение точки зрения. Что проверяет это задание? На что оно нацелено? Первая часть– это точечный вопрос по анализу текста. Это работа с понятием точки зрения, выделение точки зрения. Ну, в скобках замечу, что это и заодно работа с метапредметными понятиями, да, с критическим мышлением, с навыками 21 века, да, умение видеть за текстом точку зрения. И работа с литературоведческим понятием жанра, да, умение видеть авторские особенности жанра, что уже пятиклассники, поработавшие в начале 5 класса с малыми ли жанрами фольклора или со сказкой авторской фольклорной, да, в разных программах по-разному, они уже умеют это делать. Второй элемент задания. И это вопрос на эрудицию, на знание литературных произведений, умение формулировать художественные смыслы, да, какие функции, какие роли играют эти предметы. Да. Таким образом, мы сразу приучаем ребят к тому, что форма и содержание нераздельны. К сожалению, это беда, с которой мы боремся вплоть до заключительного этапа. Даже на заключительном этапе мы встречаем массу работ, где ребята рассматривают форму отдельно от содержания, что лишено всякого филологического смысла. Да? Здесь вот мы сразу спрашиваем ребят о содержании, о смыслах и нацеливаем 5-6-классников на это. Ну и, наконец, третий компонент– творчество. В 5 классе это, конечно же, творчество по образцу. Да? У нас пятиклассники часто сочиняют сказки по образцу или по сюжетной модели. Да, вот здесь вот, прошу прощения, та же самая история. Да, итак, 3 компонента. Анализ текста, эрудиция, знание литературного материала и умение осмыслять этот материал. Что важно, эрудиция сама по себе, как вы понимаете, лишена смысла. Да? Знание без понимания пусто. И, наконец, третий элемент– это творческое задание. 7-8 класс. Да? Вы видите, что в методических рекомендациях здесь от класса к классу мы соблюдаем некоторую преемственность, да, вы можете ее тоже соблюсти. И вот я знаю, что в одном из регионов в прошлом году, например, все тексты для аналитического задания были подобраны по близкому математическому принципу для разных классов. Это, наверное, удобно для составителя. Здорово, можно построить потом разбор заданий. Так вот, здесь мы работаем и в 5-6, и в 7-8 классах с понятием предмета, да, предметной детали, с вещным миром. Да? И предлагаем 7-8-классникам поиграть в игру «Черный ящик», опознать предметы из литературных произведений, сформулировать художественный смысл в одном из произведений этих предметов, да, то есть элементы анализа и интерпретации, в данном случае анализа и интерпретации предметного, вещного мира художественного текста. Ну и последний этап задания, творческий, самостоятельно подготовить для одноклассников такую игру. Да, здесь понятно, что этот творческий элемент, связанный с креативным мышлением и с коммуникацией с одноклассниками, с умением построить свое высказывание в определенном жанре, да, в данном случае в жанре игры литературной, с опорой на аудиторию. Да, то есть творческое задание здесь учитывает разные и навыки, мягкие навыки 21 века. И снова здесь есть все 3 элемента. Эрудиция, знания фонового литературного материала, как программного, так и непрограммного. Творческое задание, творческие навыки и умение анализировать и интерпретировать художественный текст. Да, в данном случае художественную деталь, видеть ее в контексте целого.
Для 9, 10 и 11 классов на школьном и муниципальном этапе мы предлагаем ту схему, которая привычна ребятам по региональному и заключительному этапам, а именно двухчастная структура заданий. Аналитическое задание и творческое задание. Что важно учитывать, подбирая тексты для аналитического задания на школьном и муниципальном этапе? Прежде всего, этот текст должен быть небольшим. Ну, не более 4-5 книжных страниц, хотя я бы сказал, что скорее менее. Текст ученик должен успеть прочитать и осмыслить как следует за время Олимпиады. Ну, конечно, если мы говорим о прозе, да, с лирикой все понятно. Напоминаю, что мы даем ребятам выполнить анализ, как правило, мы даем ребятам выполнить анализ прозаического или поэтического текста на выбор. Да, вот в прошлом году и на региональном этапе мы вернулись к этой системе. Кажется, она очень продуктивной. Умение выбрать стратегию решения учебной задачи, да, это очень важное универсальное умение. Совершенно не обязательно, выбирая тексты, привязывать авторство текста к той эпохе, которая изучается в историко-литературном курсе. Как раз наоборот может быть, да, поскольку в олимпиадных заданиях мы проверяем умение применять полученные навыки в новой ситуации, да, как раз может быть важно дать текст позднейшей эпохи, который как-то перекликается с изучаемой эпохой. Да, мы говорим о пушкинской эпохе, или, например, о XVIII веке в курсе литературы в 9 классе, да, в начале 9 класса, и мы даем какое-то произведение, которое можно поставить в параллель для олимпиадного задания. Можно давать произведения писателей второго ряда, но, разумеется, чтобы все-таки эти произведения имели художественную ценность, были, чтобы тексты позволяли продемонстрировать связь между сложностью их формальной организации и глубиной неоднозначностью содержания. Да? Чтобы это не было прямолинейно-тенденциозные тексты, да, которые, мы знаем, часто бывают у авторов эпигонского толка, чтобы текст не был безликим с точки зрения стилистики, чтобы там, ну, как, может быть, не очень строго, но, как мы говорим, чтобы в тексте было в чем покопаться, да, чтобы в тексте было что найти. И важно учитывать возрастные особенности и читательские потребности в школе. То есть текст должен соответствовать возрасту, должен быть понятен, да, для возраста. Ну, если мы подбираем текст какой-то для 7-8 класса, да, он должен учитывать специфику психологии возраста. Ну, конечно, помним, что важно соблюдать культурные нормы, подбирая тексты, да, избегать текстов, в которых есть бранные слова, например. Да. Понятно, что они имеют свою художественную функцию, эстетическую функцию в рамках литературного произведения, но все-таки для учебного задания здесь надо быть аккуратным. Ну вот несколько примеров, что мы предлагаем в методических рекомендациях, да, для 9, 10, 11 классов, для муниципального этапа. Например, можно поработать с рассказом Юрия Буйды «От Бога». Да, причем, кстати, этот рассказ можно давать и 9, и 10, и 11 классам. Рассказ, который обыгрывает традиционные для русской литературы сквозные темы и мотивы. Тему поэта и поэзии, поэтического дара, пророческого поэтического дара. Да, ребята, изучившие эту тему в 9, а чаще даже еще и в 8 классе, конечно же, легко считают этот важный для рассказа подтекст. Рассказ короткий, на меньше, чем на 2 страницы. Можно говорить там и о точке зрения, и о композиции, и о жанровой природе, соединяющей элементы рассказа и новеллы, и об историко-литературном контексте, если говорить про этот рассказ 11 класс. Творческое задание.
для девятых, десятых, Юрий Буйда «От Бога». Но повторюсь, что этот рассказ включен в, это я отвечаю на вопрос Людмилы, этот рассказ включен в методические рекомендации к проведению школьного муниципального этапа. Эти рекомендации выложены на сайте Олимпиум, выложены на сайте всеросолимп.ру, да, вот на всех информационных ресурсах Олимпиады метод рекомендаций уже выложены. Я надеюсь, что доставлены до вас. Творческое задание, да, второй элемент школьного и муниципального этапов, как и регионального, исключительного. Что представляет из себя творческое задание по нашему замыслу? Цель творческого задания – показать неординарные, неожиданные подходы к литературе, проверить эрудицию, знания теоретико-литературного материала, историко-литературного материала, но в неожиданной форме. Это такая практическая филология. Разрабатывая задания творческие, важно думать о том, в каких практических сферах применимы филологические навыки. Ну и, конечно же, повторюсь, делать творческие задания все-таки это важно неординарными, интересными, яркими, потому что они должны, простите за тавтологию, побудить творческую мысль ученика. И очень важно учитывать, что в творческом задании всегда или почти всегда, наверное, всегда ученик высказывается в том или ином жанре. Причем в жанре не аналитического рассуждения, как в первом задании, да, в жанре каком-то ином, журналистском ли, научном ли, научно-популярном ли, в каком-то из жанров современной коммуникации, масс-медиа, современных соцсетей. Да, показывает, как он может развернуть свои знания, учитывая специфику аудитории. Очень важно, если не самое важное мнение современного человека, когда мы живем в мире социальных сетей и социальных связей, да, важно учитывать аудиторию, чувствовать ее, ловить контексты и выстраивать свое высказывание под эту аудиторию, учитывая ее специфику. Ну, собственно, я да, практически все, что в презентации написано, озвучил. Да, важна некоторая нестандартность нестандартность формулировок филологических задач, которые стоят. Важно, что ученик проявляет себя в разных ролях: рецензента, блогера, комментатора, ученого, редактора, исследователя, который требует филологической подготовки, широкого кругозора, языкового чутья и художественного вкуса. Несколько слов о критериях оценивания. Здесь никаких изменений нет. Это то, к чему мы с вами привыкли, да, тот режим, в котором мы с вами работаем уже много лет. Аналитическое задание оценивается по 5 критериям. Понимание произведения как сложно построенного смысла в единстве формы и содержания. Да? Самое главное в этом критерии — умение выстроить целостную интерпретацию через конкретное наблюдение над текстом, не бросать наблюдение без выводов ни в коем случае, да, и основывать все выводы о смыслах на наблюдениях над поэтикой. Композиционная стройность работы, владение теоретико-литературным аппаратом, там, где это необходимо, да, всегда это приходится проговаривать, перечень приемов с указанием этих приемов без осмысления не может быть основой для постановки высокого балла по этому критерию. Как и просто всунутые, что называется, из желания выпендриться и показать эрудицию сложные термины, которые часто не знает даже проверяющий, и которые не работают на понимание художественного текста, это тоже не высокий балл по критерию. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок. Важно, вот здесь я сделаю такое небольшое отступление, важно, подбирая тексты, все-таки подбирать обязательно тот текст, где этот критерий сработает. То есть подбирать те тексты, где имеет смысл работать с эрудицией, с литературным фоном. Он может быть разный, этот литературный фон, как времени создания текста, так и какие-то тексты, к которым это произведение, то, которое вы даете на аналитическом задании, отсылает, да, но какой-то фон должен быть. Опять же, да, уместность использования фонового материала. Мы все время удерживаем свое внимание, когда мы проверяем, и внимание детей на это. Неуместные интерпретации, неуместные, неосмысленные параллели, неуместные найденные формальные особенности текстов, не встроенные в целостную интерпретацию, не оцениваются высоким баллом.
а может быть иногда не оцениваются никаким баллом. А если это совсем что-то, не имеющее никакого отношения к общей логике рассуждения. Ну и последний критерий — языковая речевая грамотность. Э, Мы выстроили шкалу так, что она напоминает привычную школьную пятибалльную систему, да, 5, 4, 3, 2, ну и 0 как кол, да. А, И, а, а, и в этом смысле проверка, да, удобна, потому что мы ориентируемся на ту систему проверки, к которой мы привыкли. И что важно, почему мы не делаем критерии дробными, потому что мелкодробные критерии, в которых заложены характеристики текста, который мы проверяем, неизбежно делают тексты шаблонизированными и одинаковыми. Это категорически неприемлемо для олимпиадных заданий. Олимпиадная работа не должна строиться по шаблонному принципу, ну, условно говоря, вот ты должен сказать и про эпитеты, и про метафоры, и про сравнение, и про пространство, и про время, а если про что-то не сказал, то минус тебе 1 балл. Да? Есть случаи, когда весь анализ текста можно построить от пространства. И говорить практически только про него, делая локальное отступление в каких-то других аспектах. И это вполне возможно. Целостность интерпретации здесь гораздо важнее. Но я это подчеркиваю, и мы выделяем это нота бene. Да, вы можете ставить и должны ставить оценки не только в рамках указанных в шкале цифр, то есть ставить и 10 баллов, и 8, и 7, да, и 7, и 6, и 5, и 4, которые будут соответствовать, да, условным пятерке с минусом, четверке с плюсом. Да. Важно, чтобы шкала эта была подвижной. И когда вы проверяете много работ, у вас, собственно, эта шкала, она и выстраивается, исходя из того, что вы видите. Кстати, важно не подверстывать работы под какую-то готовую интерпретацию. Очень часто в олимпиадных работах ребята открывают то, что составители заданий даже не предполагали. Таких примеров на заключительном этапе у нас очень много. И второе нота бene по всем критериям, кроме пятого и отчасти третьего, четвертого, где мы снижаем за фактические неточности, баллы не вычитаются, а добавляются за каждую удачную находку, употребленный местный термин, точную ассоциацию. Да? То есть у нас нету некоторой идеальной работы, и дальше вот за каждый промах мы из ученика вычитаем. Важно, чтобы ученик видел, что каждая его находка, каждая его точная формулировка оценена. И поэтому важно, чтобы на работах были все возможные пометы. Я подчеркиваю это и педалирую этот момент. К сожалению, я сталкивался, мы в центральной комиссии, да, перепроверяем выборочно, точечно работы регионального этапа, я сталкивался с работами даже регионального этапа, да, которые уже судьбоносные для школьников, где за всю работу было 1-2 пометы. Это категорически недопустимо. Важно делать все пометы, выносить ошибки речевые, фактические, помечать ошибки в употреблении терминов, писать комментарии, где нет вывода о смысле из формальных приемов и так далее. И что важно для ребенка, отмечать плюсы, отмечать находки, ставить на полях плюсики, отмечать удачные наблюдения, удачные формулировки. И у каждого ученика, я подчеркиваю, у каждого ученика, который пишет школьный тур, муниципальный, региональный, должна быть возможность ознакомиться со своими работами вместе с пометками проверяющих и задать конкретные точечные вопросы. А также ознакомиться с подробным оцениванием работы по критериям. Да, я напоминаю, что у нас и в аналитическом туре, и в творческом критериальное оценивание. У нас нет баллов в целом за работу, мы отдельно оцениваем содержание, отдельно композицию, отдельно речь, отдельно все творческое задание соответствие жанру, отдельно эрудицию и так далее. Важно, чтобы вся процедура оценивания, подведения итогов была предельно прозрачной, чтобы ученики могли ознакомиться с своими работами, задать все вопросы. Показ работы вы можете делать заочный, можете делать очный, это зависит от ситуации в вашем регионе, но он должен быть доступен каждому школьнику. К сожалению, да, вот тоже я тут вынужден про это сказать, работая
например, в центре Сириус с ребятами со всей страны на олимпиадной смене, мы часто слышим обратную связь. А мы не знали про апелляцию. А нам не сказали. А нам сказали, что апеллировать нельзя. А нам сказали, что показа работ не будет, будет только апелляция. Значит, это все противоречит положению об Олимпиаде. Мы проводим проверку работ. После этого показ работ, повторюсь, очный или заочный, или если у нас нет возможности выложить сканы работ по меткам проверяющих, а только баллы по критериям, не страшно, но у ученика должна быть возможность спросить, а почему здесь это и это. И член жюри, например, в переписке отвечает ему, комментируя его баллы. И апелляция, как официальная процедура, которая присутствует в апелляционной комиссии и так далее. Ну, все мы помним, что в 2020 году текущем, будем надеяться, что до 1 января это все закончится, но тем не менее, да, мы находимся в условиях рекомендаций Роспотребнадзора, да, здесь указаны документы. Значит, в соответствии с этими рекомендациями может быть разрешено проведение Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий, если ситуация в регионе этого требует. Да, если у нас тяжелая эпидемиологическая ситуация или риск роста заболеваемости или невозможность следования рекомендациям Роспотребнадзора о том, чтобы не пересекались группы детей. Прокомментирую. Конечно же, мы все живем надеждой, да, что все будет хорошо, и в общем мы рассчитываем на возможность проведения школьного и муниципального этапов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, но в очном формате. Конечно, мы понимаем, что ситуация может сложиться по-разному и уже складывается по-разному в разных регионах, и исходя из этого важно предусмотреть проведение с использованием информационно-коммуникационных технологий. И здесь я хотел бы отдельно проговорить специфику литературы. Есть большое искушение в этом проведении с использованием ИКТ, учитывая эпидемиологическую ситуацию, перейти, например, в тестовый режим, который проверяется автоматически, проще организовать и так далее. Но мне кажется, здесь важно трезво оценивать риски, особенно в муниципальном этапе, проводя его в тестовом режиме, мы не проверяем те умения и навыки, которые пригодятся детям на региональном заключительном этапе. Мы не нацеливаем участников на принципиальные особенности регионального и заключительного этапа. Мы не соблюдаем принцип преемственности. Поэтому здесь я прошу, да, при проведении использования КТ, да, если ситуация будет так складываться, воздержаться от тестовой формы и все-таки предусмотреть ту или иную возможность выполнения заданий с развернутым ответом. Я думаю, что здесь имеет смысл в этой ситуации сосредоточиться на более творческих, более неординарных форматах заданий, которые точно никак не списать, и тогда надежность, валидность процедуры сохранится. То, что невозможно списать невозможно. Вот нормативные документы, которые регламентируют проведение Олимпиады. Это прежде всего порядок проведения всероссийской Олимпиады школьников. Может быть, некоторые из вас знают, что сейчас разрабатывается новый порядок. Он, возможно, будет возведен к региональному этапу, но муниципальные и школьные этапы мы точно проводим по ныне действующему порядку. Также федеральный закон об образовании, в ГОС и примерно основная образовательная программа. В чате есть вопрос о документе, где есть литература. Значит, это методические рекомендации по составлению заданий школьного и муниципального этапов. Вот здесь вот я указываю сайты. Вот на первом сайте Иерусалим.ру это, прошу прощения, этот документ висит. С ним можно ознакомиться. Это главный документ, который регламентирует, обозначает содержание школьного и муниципального этапа. Я прошу обязательно его учитывать. Так я смотрю вопросы. Значит, если в рекомендациях количество баллов по классам на школьном этапе? Нет, этих рекомендаций нет и быть не может, потому что эти баллы очень сильно зависят от конкретной ситуации в конкретном регионе, муниципалитете, школе. Да? Если у нас участвует 5 человек, да,
Странно делать все 5 из них призерами, менее странно а, из 100 делать призерами одного, да, поэтому это определяется локальными актами. А, будет ли запись вебинара, а, будет ли запись вебинара, спрашивают, мне кажется, там уже отвечали технические сотрудники, что будет. Анастасия Владимировна, очень важный вопрос. К анализу художественного текста есть разные подходы, какой выбирать. Тот, который органичен данному конкретному тексту. Умберто Эко писал, в текст встроена стратегия его чтения. Да, вот, Михаил Иванович Гаспаров, знаете, да, у него есть формулировка «тексты с ключом». У каждого текста есть какой-то ключ к нему. Где-то разумно выстраивать анализ на основе такого лингвистического подхода по Гаспарову, да, с уровнями художественного текста. Где-то, возможно, стоит сосредотачиваться на понятии хронотопа и так далее. Да? Значит, все научные филологические подходы работающие и хорошие. Подчеркиваю, если это научные филологические подходы, если это не начетнический идейно-тематический анализ, оторванный от формы, если это не школярский формальный анализ, оторванный от содержания, то это всегда подходящее. Важно учить детей, чувствовать текст, улавливать, какую стратегию чтения сам текст подсказывает. Да? Наш предмет не имеет универсальных рецептов. В метод-рекомендациях есть список литературы, мы его немножко обновили в этом году, и многие замечательные работы с филологическими подходами, книги Игоря Николаевича Сухих, Михаила Ивановича Гаспарова, Дины Махмудовны Магомедовой, Бориса Кормана, Юрия Михайловича Лотмана, конечно же. Там перечислены, и стоит детей на эти книги ориентировать. Спасибо за пожелания здоровья, они очень, очень уместны сегодня. Как организовать муниципальный этап, если ведут дистанционное обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий? Опять же, в каждой конкретной ситуации можно действовать по-своему. Я поделюсь опытом человека, который проводил экзамен для поступающих в нашу школу в 8 классы в условиях дистанционного обучения. На официальной технологии прокторинга у нас не было средств, поэтому мы устраивали конференции в Zoom. Мы сам экзамен проводили в Google классе, тут же проверяли работы, все пометы проверяющих были видны ученикам. У нас не поступило ни одной жалобы по экзамену. Это впервые за всю историю проведения экзаменов, потому что система была предельно прозрачная. У нас в экзамене участвовало около 160 учеников. Да, то есть, в общем, это вполне возможно. Используйте те технологии, которые есть у вас при дистанционном обучении. Слава богу, сейчас платформ очень много. Но, повторюсь, я бы здесь не зацикливался на прокторинге, а скорее ориентировался на, повторюсь, снова тот тип заданий, который невозможно испытать. Анастасия Владимировна, важный вопрос про отрывок из произведения. Я думаю, что все-таки это скорее неразумно, потому что мы знаем, что целостность это важнейшее свойство художественного текста, и следует просто полноценно понять отрывок, боюсь, что будет невозможно. Да, значит, вопрос про эрудицию задает Ольга Першина. Да, действительно, при подборе заданий важно учитывать, чтобы при подборе текстов для аналитического задания важно учитывать, чтобы текст давал повод для того, чтобы приводить некоторые параллели. Повторюсь, либо из той эпохи, когда он создан, которая знакома детям тогда должна быть, либо из той эпохи, которую они изучают. Пожелание передать комиссии в Новосибирск, чтобы тексты были повеселее, а не один унылый Крыжановский. Ну, все-таки Сигизмунд Крыжановский, мне кажется, не совсем унылый, это мастер иронии и комизма. Видимо, иного рода тексты были у вас выбраны ваши комиссии, ну вот я озвучил ваше пожелание.
Про камеры на олимпиадах не могу ничего сказать. А, Учитель, Наталья Арнольдовна Ашкарина спрашивает, имеет ли право учитель присутствовать на показе работы апелляции. Нет, категорически не имеет права. Родители имеют право присутствовать на апелляции, не имеют права высказываться. Если учеников много, показ работ можно организовать в дистанционном режиме. Приведу пример Москвы, в которой в муниципальном этапе участвует, по-моему, около 22 тысяч учеников в дистанционном режиме с использованием электронной системы через доступ с паролями. Ученики все могут посмотреть свои работы. Сейчас организовать это, в общем, не составляет серьезного труда. Это не архисложная задача. Возможно повышение баллов по первому критерию, если максимально там 30 баллов. Может ли быть 35? Нет, если максимально 30, то максимально 30. За интересные находки вы ставите баллы в рамках вот этих 30 баллов. Если запрещенные авторы, ну, мне кажется, что кодекс запрещенных книг остался все-таки в средних веках, но я повторю свою мысль об уместности текстов и авторов в рамках школьного пространства. Спасибо огромное. Я, мне кажется, ответил на все вопросы. Режим распределения остается, как в прошлом году спрашивают, зависит от конкретных указаний конкретного региона в рамках исследования требований Роспотребнадзора. Уважаемые коллеги, время наше, к сожалению, заканчивается. Рационально ли объединять 9-11 классы в одну группу? Нет, имеет смысл разрабатывать отдельные задания для каждой из параллелей. Значит, коллеги, мне нужно заканчивать. Ресурсы у вас перед глазами. Есть группа на Фейсбуке «Все раз по литературе», где вы можете задать любые вопросы. Примерные задания, я сказал уже несколько раз, можно посмотреть в методических рекомендациях, они должны быть вам доступны. Уважаемые коллеги, желаю всем здоровья, сил и всяческой творческой радости. Спасибо огромное.